Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Хангаласском районе полицейские изъяли нарезное оружие. Оно было обнаружено в ходе осмотра машины Toyota Corolla в салоне за задним сиденьем. Оружие марки ТОС 5,6 мм было завернуто в камуфляжную ленту. Владелец автомашины, ранее судимый 38-летний житель Якутска, пояснил, что как раз вез оружие, принадлежавшее его дедушке, в полицию города Якутска для добровольной сдачи. Здесь стоит отметить, что автомашина была остановлена около 3 часов ночи. В Якутске кражу золотого перстня из гостиницы раскрыли по горячим следам. Пострадавший постоялец заявил, что пропавший перстень стоит 14 тысяч рублей. Полицейские установили 34-летнего мужчину. Выяснилось, что подозреваемый приехал в Якутск на заработки. Он заселился в комнате, где помимо него проживали еще двое мужчин. В какой-то момент, воспользовавшись тем, что соседи по комнате отсутствуют, он похитил оставленный одним из них перстень и покинул гостиницу. Он продал дорогое украшение за 2500 рублей. Полицейские установили подозреваемого, укравшего деньги с банковской карты жительницы Якутска. Потерпевшая горожанка сообщила, что с ее счета украли 8 тысяч рублей. Об отсутствии денег на счете она узнала из СМС-оповещения. Подозреваемой оказалась 23-летняя уроженка Алекминского района. Накануне они обе отдыхали в дискобаре. В какой-то момент соседка с рядом стоящего стола, будучи пьяной, случайно захватила сумку потерпевшей, перепутав ее со своей. Позже, когда поняла, что взяла не ту сумку, она вытащила телефон, который находился внутри, и, убедившись, что к номеру подключен мобильный банк, перевела на свой банковский счет 8 тысяч рублей. Деньги она успела потратить. Полицейские в Якутске раскрыли кражу из больничной палаты. Пациент больницы пояснил полицейским, что оставил свой телефон в палате и пошел на процедуры. Возвратившись, он обнаружил, что смартфон похищен. Подозреваемым оказался ранее судимый 31-летний уроженец Нюрбинского района. Он пришел в больницу навестить своего знакомого. Проходя мимо одной из палат, увидел оставленный без присмотра телефон и похитил его. Украденное он продал. В Якутии раскрыта целая серия квартирных краж с общим материальным ущербом около $500 000 рублей. Вор проникал в квартиры, взламывая дверные замки специальным приспособлением и похищал деньги, ювелирные изделия, шубы и другие ценные вещи. В одном случае из очередной квартиры были похищены травматический пистолет, а в другом $600 США. Оперативники установили личность ранее судимого 29-летнего подозреваемого. Однако мужчина, совершив в Якутске 5 квартирных краж, скрылся и был объявлен в розыск. Вскоре поступила информация о поимке подозреваемого в Нирингре. Выяснилось, что разыскиваемый задержан с поличным при попытке очередной квартирной кражи. Установлено, что подозреваемый, выбрав квартиру для совершения кражи, стал взламывать дверной замок. Он не знал, что хозяйка находится дома. Женщина вызвала полицию. Ближайший наряд ДПС, прибывший на адрес, задержал подозреваемого при попытке совершения очередной квартирной кражи. Со слов задержанного, он хотел покинуть Якутию и перед этим решился на квартирную кражу в Нирингре. В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего предпринимателя. Установлено, что его экстрим-центр при наличии определенных условий представляет опасность для жизни и здоровья посетителей. Здесь 35-летний мужчина при падении получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой спинномозговой травмы с развитием отека головного мозга, от которых скончался в больнице. В этом же экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков получила 10-летняя девочка. Несовершеннолетняя прыгнула в бассейн, наполненный мягкими кубиками, и в это же время, не дождавшись, пока она выберется оттуда, в бассейн прыгнул другой ребенок, упав прямо на нее. Основной причиной травмирования людей, по версии следствия, явилось непринятие организатором услуг всех необходимых мер по безопасной эксплуатации аттракционов. Горячая линия Befrienders Worldwide Tokyo помогает сократить число самоубийств в Японии. Она помогает японцам, задумавшимся о самоубийстве, получить психологическую помощь. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.